Ну, то, что работает авиация МЧС в виде, вертолетами И-8 это уже, мы как бы есть, да, работа, но в то же время работаем с федеральным центром, ожидаем на выходные большую силу группировки, которая приедет, и ожидаем прибытия самолета Би-200. И ситуацию сегодня мы ежечасно докладываем главе региона Арсению Сергеевичу Николаеву, председателю правительства и в целом Центральное управление кризисной ситуации Российской Федерации. Я считаю, что в целом общая координация сил, федеральных сил, региональных, местных сил нам позволит ситуацию выправить. Да, действительно, в свете повышения температуры и сильной ветровой нагрузки ситуация была сложной. Но сегодня мы благодаря работе наших пожарных служб, лесников, авиалесохраны и прежде всего местного населения ситуация более-менее становится стабильной. И мы надеемся, что мы для себя определенное время поставили, это где-то в ближайшие 3 дня, чтобы взять силу над тем, чтобы победить эти пожарные ситуации, которые возникли у нас рядом населенных пунктов. Но это прогноз дело неблагодарное. Все зависит, как говорится, от того, как мы здесь работаемся. И, конечно, зависит от самой природы. А в ходе совещания рабочей группы, как вы сами оцениваете ситуацию? Надо оценить то, что, конечно, есть нехватка финансовых средств, да, это очевидно, то, что в муниципальных образованиях этих средств не хватает. И мы всегда, как бывает, накануне начинаем чрезвычайную ситуацию объявлять, выходить из ситуации в таком пожарном режиме. Хотя надо ставить ее в плановый режим, чтобы пожаров не происходило. И потом, конечно, есть то, что было несколько лет, то, что запретили проводить сельхозпалы, это тоже, я считаю, что дает о себе знать. Люди сейчас, скажем, крестьяне проводят сельхозпалы, но при этом, избегая ответственности, мы не можем установить, кто это сделал. Сегодня мы знаем, что многие пожары это рукотворные, да, то, что люди, о чем я выше сказал, летних гроз, таких, которых можно было бы, от них произошел пожар, их вообще единицы. И поэтому, зная, что у нас на сегодняшний день более 50 термоточек, да, и установлены более 20 пожаров, и из них 13 мы уже тушим, а остальные в зоне контроля. Надо здесь, пользуясь случаем, хочу сказать, чтобы власти на местах и люди сознательно подходили к этой большой проблеме, не создавали ее, потому что любой пожар при любой ветровой нагрузки может создать глобальную страшную трагедию. Потому что даже на примере Нюрбинского пожара номер 13 и 20 при ветровой нагрузке 16 метров в секунду она проходила 14 километров. За сутки прошло 14 километров. Это очень такое быстрое расстояние, при котором, я повторюсь, подвергаются угрозе наши населенные пункты, объекты социального, экономического значения. И сталкиваются с такой картиной, когда надо всем мерам выходить и спасать эту ситуацию.